По традиции, интерес к пресс-конференции Владимира Путина колоссальный. К ней приковано внимание всех мировых СМИ. На пресс-конференции аккредитовано 1640 журналистов со всего мира. В их числе и корреспондент телеканала «Грозный» Залина Атаева. На 13-ю ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина в этом году собралось больше 1500 журналистов со всех регионов страны и не только. С какими вопросами они приехали, мы сейчас попытаемся узнать. Я представляю не только свой город, но и молодежь. Мне всего лишь 20 лет, и почти всю свою жизнь я прожила при Владимире Путине. И я не представляю, что будет, когда это закончится. И я хочу спросить его прямо, что будет Путин. В этом году у нас сменился губернатор, сменился с подачи президента, потому что предыдущий ушел в отставку по собственному желанию, и Владимир Путин назначил как временно исполняющий обязанности Андрея Никитина, который впоследствии выиграл выборы. Собственно, мы бы хотели спросить просто, чем обоснован выбор, его был изначально. У нас очень важный вопрос. Наш регион граничит с Кемеровской областью, но прямой дороги в Кемеровскую область нет. Просто два этих региона разделяют горы. И мы хотели спросить Владимира Владимировича, когда наконец-то возобновится строительство новой автодороги в Кемеровской области. К вопросам президент перешел сразу, без предварительного доклада. Одним из первых прозвучал вопрос о национальной проблеме. Владимир Путин заявил, в этой сфере сложностей в стране нет. Он отметил, насколько важно, чтобы малые народы могли изучать свои языки, но не в ущерб русскому языку. Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство. Культурное, языковое многообразие. И это, безусловно, должно быть поддержано. Одной из ключевых стала и сирийская проблема. Отвечая на вопрос журналиста о гуманитарной помощи жителям этой страны, Путин отметил роль главы Чеченской Республики в решении этого вопроса. А кроме того, он подчеркнул важность работы военных полицейских Северного Кавказа, которые несли службу в Сирии. Был первым россиянином, который пешком пришел на авиабазу Хмеймим, как мне сказали сотрудники. Меня сняли с маршрутки. Я пытался въехать к россиянам, путешествуя из Латаки в Тартус, в Хомс и в Дамаск. Я такой круг написал серию репортажей. Опасно. Вы откуда сами, из Дагестана? Родом вообще из Чечни, но это другая история. Только чеченцы могут путешествовать там пешком. Так вот, вопрос следующий, Владимир Владимирович. В Хомсе я побывал в лагере беженцев. Очень много сирот сейчас. Я был недавно в Стамбуле. Там дети сирийские бегают, фактически босоногие по улицам, просят просто милостыню и так далее. И вот в этих лагерях беженцев сирийские дети остались. При этом нет никаких образовательных программ для них в данном, я сам свидетель этих историй. Гуманитарная помощь поставляется, но что будет с этими детьми буквально через 10-15 лет, никто не знает. И может быть после того, как вы объявили о победе над терроризмом в Сирии, стоит как раз подумать над тем, как именно гуманитарную интервенцию, именно образовательную создать. Может быть, вы даже такому, как я, человеку, если поручите из Чечни, возглавить и начать эту работу в Дамаске. Я готов жить и работать там ради этой цели. Там, по-моему, есть уже человек из Чечни, который в значительной степени организует эту работу. По-моему, фамилия его Кадыров. Но он занимается как раз вывозом детей оттуда, что очень правильно. Вы правильно абсолютно сказали по поводу того, что будет с этими детьми через несколько лет, если они не будут образования получать должного и в нормальной человеческой среде воспитываться не будут. Потому что один из главных источников терроризма – это низкий уровень образования и низкий материальный уровень. Там работают, скажем, наши военные полицейские, выходцы с Северного Кавказа. Ведь там в чем дело? Это была, я уже, по-моему, говорил, моя инициатива послать туда в качестве полицейских именно выходцев с Северного Кавказа, потому что это в основном сунниты, и им местное население суннитское доверяет. И власти доверяют, потому что они российские военнослужащие. И местное население, вне зависимости от политических пристрастий, доверяет, потому что они сунниты. И получилось хорошо. Во-первых, ребята очень мужественно и дисциплинированно себя вели, что важно. Дисциплинированно. Они чувствовали, какая на них ответственность лежит. И
выполняли свой долг достойно, представляя интересы России. Отвечая на вопрос журналиста телеканала «Грозный», Владимир Путин высоко оценил работу Рамзана Кадырова по возвращению детей из Сирии и Ирака. Напомню, что за последние месяцы благодаря главе Чеченской Республики на родину вернулись около 100 человек. Это женщины и дети. Залина Атаева, телеканал «Грозный». В первую очередь, Владимир Владимирович, хочу выразить вам благодарность от родных наших соотечественников, которые освобождены из зон конфликта по вашему поручению. Соответственно, и вопрос на эту тему, как вы уже ранее говорили, главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым проводится эта огромная работа по вашему поручению. Вызволено уже порядка 100 человек, среди них граждане России и граждане Казахстана. В последнее время появляются такие эксперты в кавычках, которые говорят, что этого не следует делать. Хотелось бы узнать вашу позицию на этот счет. Может, стоит дать шанс детям и их матерям к нормальной жизни вернуться? И вообще, насколько важна эта работа для нашей страны? Спасибо. Эта работа правильная, она важна, и никаких сомнений здесь быть не может. То, что Кадыров делает, это очень благородное и верное дело. Дети, когда их вывозили в зоны конфликтов, не принимали решения о том, что туда уехать. И мы не можем, мы не имеем права их там бросить. Так что Рамзан все правильно делает, и пусть продолжает. Мы будем ему помогать. Позднее на своем канале в Телеграм Рамзан Кадыров подчеркнул, все эти заслуги достигнуты благодаря президенту России. Возвращение граждан страны к нормальной жизни имеет большое значение для всего государства. Это не даст недругам использовать этих людей против нас. Кроме того, Кадыров подытожил, что работа по возвращению российских граждан из Ирака и Сирии будет продолжена. Многие так называемые критики России не замечают и очевидного факта. Страна практически по всем показателям достигла успехов. За текущий год ВВП повысилась на 1,6%. Путин отметил рост показателей в промышленном производстве, фармацевтике, сельском хозяйстве. Россия занимает первое место по экспорту зерновых. Путин приводит подробную статистику. Рост промышленного производства тоже 1,6%. При этом очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, конечно. В этом году опять будет где-то под 3% по результатам года. Рекордный урожай, вот вчера, по-моему, Ткачев сказал, 130,5 миллиарда, наверное, будет, может быть, больше будет. Это вообще самый большой урожай за всю историю. В РСФСР, по-моему, приблизительно было 127, что ли, в 1978 году. То есть такого урожая вообще никогда не было. Растет экспорт, и он приобрел очень масштабный характер. Мы вышли на первое место в мире по экспорту, по объему экспорта зерновых. Это блестящий показатель. Поэтому рост есть. Сенатор от Чеченской Республики в Совете Федерации и представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиад Сапсаби прокомментировал ответ Владимира Путина на вопрос о работе, проводимой Рамзаном Кадыровым по поручению президента страны по возвращению детей и женщин из Ирака и Сирии. Он также рассказал о планах по этому вопросу на ближайшее время. Еще раз лидер Чеченской Республики доказал на деле, что любое поручение руководства страны будет выполнено на самом высоком уровне, несмотря на трудности, на опасность и на любые последствия. Сегодня президент России дал понять всем государственным структурам, и в том числе правоохранительным органам, о том, что работу, которой руководит Рамзан Ахматович, нужна всему обществу, нужно государству. И те дети и женщины, которые оказались не по своей вине, не по своей воле в Ираке и в Сирии, должны их вернуть домой в Россию, и никто не имеет права их бросать. С каждым днем мы привлекаем к работе нашей рабочей группы новых представителей регионов, имеем контакты с Республикой Казахстаном, с Азербайджаном и, конечно, со всеми регионами Российской Федерации. Как Рамзан Ахматович говорил, с первых дней нашей работы мы будем работать до последнего ребенка. Будем работать, пока не убедимся, что мы вернули на родину последнего ребенка и последнюю женщину. В ближайшее время
У нас в планах вернуть на родину две группы. Первая группа из Сирии, а вторая из Ирака. Глава Чеченской Республики ежедневно, ежечасно дает дополнительные поручения по увеличению и по усилению поисковой работы по обнаруживанию и возвращению наших сограждан домой. Высокую оценку, которую дал Рамзану Ахматовичу, президент Российской Федерации, и деятельности рабочей группы, обязывает нас всех удвоить и утроить наше усилие, наше стремление к дополнительному поиску, к серьезнейшему отношению к выполнению поручений, дано Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и высшим руководством страны. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Шамсаил Саралиев назвал Рамзана Кадырова человеком государственного масштаба. Высокая оценка главы Чечни, которую дал Владимир Путин, полностью оправдана, говорит он. Роль Рамзана Ахматовича на Кавказе, в целом в стране, она велика. В первую очередь своими поступками, доказанные временем. Соответственно, это уже как аксиома. Это то, что не нужно доказывать. Рамзан Ахматович Кадыров – это сегодня опора президента, опора российской власти. Это сегодня государственного масштаба человек. Соответственно, те все шаги, все действия, все поступки, и не только возвращение российских детей из Сирии. Это огромный перечень, огромные заслуги Рамзана Ахматовича, конечно, удостоились вот такими благодарными словами в его адрес от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Нет никаких сомнений в том, что Рамзан Ахматович начатое доводит до конца, всегда это делает на отлично. Мы все свидетели вот этим результатам, преобразованиям, которое совершает наш лидер. Ту высокую оценку, которую сегодня дал президент страны Владимир Владимирович Путин на ежегодной пресс-конференции, уже давно многие эксперты, политики рассматривают Рамзана Ахматовича Кадырова как человека мирового масштаба. Стоит отметить, что вопрос журналиста чеченской телерадиокомпании привлек внимание коллег, поэтому уже после мероприятия пообщаться с Залиной Атаевой хотели представители ведущих СМИ страны, в том числе Первого канала и Russia Today. Всего пресс-конференция длилась почти 4 часа. За это время Путин ответил на 73 вопроса от 54 журналистов. Значительная часть вопросов касалась международных отношений, в частности США. По внутрироссийской повестке президент разъяснил вопросы в области ЖКХ, здравоохранения, экологии. Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин вел в 2001 году во время первого президентского срока. Эта пресс-конференция станет для Путина последней в течение нынешнего президентского срока. Лариса Джабраилова, Седа Сапарова, Адам Дудаев и Алаш Замиров. Новости.